Сегодня у нас, как тебя представить, барабанщик? Ну, да, то, что было, наверное... Музыкант, это начальный этап твой, да? Да. Ты же был барабанщик или ударник, как правильно говорить? Да, я думаю, что, Саня, тебе лучше знать даже в этом случае. Тогда барабанщик. Барабанщик, артист, Да, менеджер, выходит, что так. да, продюсер. Может быть. Может, это в будущем может Ну, быть. да, такой. Денис Переводчиков. Так. Человек, которого я помню по рок-клубу «Интеграл», место вообще рождения всего в Ижевске, удивительный был, конечно, клуб, но человек, который в силу, возможно, возраста своего, все-таки из клуба «Интеграл» ушел в совершенно новую реальность, современную, а мы старые туда не попали. То есть я помню группу «Сказка». Да. Была такая группа, отличная группа. Группа «Сказка», и вдруг я узнаю, что Денис в Китае музыкант. То есть вот такой у меня разрыв мозга был, и я не совсем понял, как это произошло. И вот об этом бы хотелось услышать. И вообще, что там такое в Китае творится? С удовольствием расскажу. История накопилась, значит, практически, можно сказать, за 7 лет. Сколько лет ты там был? Ну, мы приехали туда первый раз в 2012-м. Значит, нас позвали туда просто неизвестные абсолютно русские ребята, которые на тот момент уже в Китае находились 4 года. Вот. Значит, они туда приехали также артистами. Надо упомянуть, конечно, что артистами были они абсолютно в уме. Вот. Вот. Но в этом плане, то есть они дали вот это изначальное первичное понимание, ну, естественно, дали возможность вообще туда приехать. То есть мы приехали туда на зарплату с моей уже сейчас женой, с Ксюхой. Значит, у нас была ставка 8 тысяч юаней. На тот момент это было примерно около 40-45 тысяч рублей. Это месячный оклад. Вот, то есть, у нас был договор, что мы будем работать приблизительно по месяцу в разных клубах. Вот, то есть, и это все на южной территории Китая, так называемая провинция Гуандун. Провинция Гуандун, так чтобы сразу же немножко окунуть. Ну, во-первых, это провинция, которая сопоставима по населению с населением России, это 150 миллионов человек. Это провинция? Это провинция, одна провинция, но она самая богатая. То есть все, что вот на тебе, на мне, нет, это не тут, это не там, а вот это вот там, например, сшито. Вот, имеется в виду, что это тот самый промышленный центр, где вообще сейчас в Китае производится практически все. От одежды, это город Гуанчжоу и ближайший город Донгуан, до города Шэньчжэня, это где производится вся техника сейчас. Вот любой там от айфона, да, и до там самой младшей модели Xiaomi, вот, сейчас производится именно в городе Шэньчжэнь. Вот, ну и вся высокотехнологичная продукция. В общем-то, вот такая провинция. Плюс ко всему... Одну секунду, можно я перебью? А как на вас вышли-то парни эти? Они на нас вышли просто самым обычным образом, увидели, видимо, наши промо-видео ВКонтакте. Вот с этого начнем. Да. То есть у тебя было некое промо-видео, да. как какого авторского музыканта или как кавер музыканта? Да. В общем, история тоже была интересная. Мы сняли промо-видео на нашу песню, на авторскую, вот. Но это было в таком как бы зачаточном состоянии еще. Мы попробовали сделать нашу песню и хотели поехать на отборочный этап российского Евровидения. То есть, когда в России отбирают, и потом выбирают того, кто поедет там дальше. Ну, слушай, план-то глобальный, наполеоновский, в принципе. Ну, это все было по итогу, что получилось. По итогу никакого отбора не состоялось, потому что в тот год, не было отбора. Вот единственный год, когда мы запарились, что-то сделали, никуда мы не поехали, но, то есть, получили, во-первых, опыт. Во-вторых, все-таки, как по итогу получилось, что мы сделали видео, которое сработало и стрельнуло, да, то есть, которое нам дало дальнейший какой-то толчок, возможность поехать куда-то дальше. Вот. И на тот этап у нас здесь тоже мы доросли до какого-то потолка в плане кавер-исполнения, в плане кавер-проектов, уже надоело, вот. С 2010-го мы там начали примерно каверить, и вот до 2012-го мы там просто окучили огромное какое-то количество мероприятий. Это группа Шпроты? Это группа Can't Stop у нас была.
Вот. Это у нас был такой поп-проект, там Ваня у нас играл на гитаре, Дима тоже играл, но там вообще как попало, там кто на чем только не играл вообще. В общем, факт в том, что играли минусовки, и чуваки фигачили поверх них, а мы с Ксюхой пели еще как бы все на это. В общем, катило нормально на тот момент, мы объездили с этим проектом и Москва, и Питер, и Нижний Новгород. Я вообще не понимал, как это происходит, ну, то есть, а я просто заливал. Это вот как бы, к слову, о продюсерском таланте, да, на каком-то, что иногда как бы, ну, вот, видимо, надо приврать, как-то уметь. Так, даже не приврать, а как-то не договорить. Вот так правильно сказать. О, это мифологично звучит. Да. В общем-то, что получилось? То есть, как я продавал проект, да, то есть там с 2010 по 2012 я выложил этот проект на разных каких-то агрегаторах артистов, да, то есть, а тогда еще сайтов таковых не было для артистов. В общем, Пермь, Москва, Питер, Нижний, вот как бы везде мы были. И мы там были указаны как местная группа. Вот. То есть, история в том, что я понимал, что если нам там, допустим, заплатят гонорар там, в 40-50 тысяч рублей, то я смогу этим самым отбить и дорогу, и как бы и что-то там заработать. Да? Опять же, ради просто движухи, чтобы съездить. В общем, мы поработали в Москве несколько раз, мы поработали с Димой Дибровым, он работал ведущим мероприятия там, с Валдисом Пельшем. Ну, то есть, и в Питере мы работали вообще с европейской чувихой Софией Лекс Бекстер, это британская певица. А в Нижнем Новгороде мы работали с Писей из сериала на MTV, короче, Анастасия Задорожная. То есть, куда бы мы ни приехали, везде были какие-то звезды, вот так как странно сложилось. Приезжаем, и они нам говорят: ребят, в общем, ну, вам, короче, не получится сделать уже отсрочку. В общем, сегодня надо выходить на работу. Ага. Короче. С корабля на бал. Да, с корабля на бал. Мы, значит, приезжаем, заходим в клуб, и мы просто в шоке. Ну, как, потому что клуб по нашим меркам, ну, это, блин, уровень. То есть все стены нафиг в ледовых экранах. То есть, ну, как бы это, знаешь, ну, такие какие-то, как будто бы крутой зарубежный клуб, но вот по ощущениям было вот как-то вот так. Вот. Музон фигачит просто с неимоверной громкостью, просто китайцы не знают в этом вообще никакой меры. То есть вот они у них вот там стоит 40 киловатт, они нахер выкачивают 40 киловатт. Да. Вот. То есть мы выходим просто на репетицию, я понял, как нам повезло. Значит, там был арт-директор, который говорил на английском. Я только потом понял впоследствии, что нам так повезло, что у нас первый арт-директор в клубе говорил на английском. Китаец. Китаец, да. Чувак продвинутый, как оказалось, сам вокалист. Значит, арт-директор говорит на английском. Это для китайца уровень, ну просто космос. Вот. Роскосмос. Вот. В общем, по итогу этот чел нам дал вообще представление о том, как надо работать в Китае. То есть он прямо нас вызывал. За вечер или за все время работы? Вот за 2 недели, в общем, он как бы понимает, что вот мы только приехали, да, и в общем он такой говорит: давайте, в общем, завтра приходите на репетицию, я вам все покажу, как надо делать. Он, значит, выходит просто и начинает нам объяснять все, просто вот так, ты тут, значит, смотри, как ведут себя звезды. Вот. Значит, вот ты не ходи по сцене. Че ты ходишь? Встань. Потому что звезды не ходят. Он так и говорил, звезды не ходят. Они вышли и стоят. И когда надо только, тогда они пошли. Вот, в общем, он нам дал такое понимание. Он просто за 15 дней как бы перепрокачал нас по новой. Вообще как бы от того, что мы перепрофилировал. От того, что мы делали в России, да, от того, что как здесь это все происходило. А в России это как обычно, то есть нам казалось, да, что ну мы вот тут как бы выйдем, немножко попоем для вас. Ну вы уж извините, мы тут как бы попоем. Как бы такое вот постоянное отношение, как будто бы, да. Вот. А тут ты приезжаешь, и от тебя прямо ждут поведения суперзвезды. И когда мы пришли... В чем оно заключается? В Китае оно ни в чем не заключается. То есть суперзвезда — это там как бы по факту профессия. То есть точно... И
я понимаю, что сейчас как бы вообще в принципе современный мир пришел к этому. Оля Бузова, кто, ну, Я это понял, да, да. суперзвезда, Ага, да? да. Вот, то есть умеем что-то делать, не умеем, да неважно, я суперзвезда, вот это я умею, вот, и это как бы в Китае работает. Опаньки. Вот, в общем-то, у меня вот сложилось такое ощущение, что да, здесь можно работать, да, здесь как бы не сахар, то есть не просто происходила вот эта адаптация, да, слава богу, мы вот за этот месяц тоже там как-никак там что-то к английскому как-то, ну вот подпривыкли хотя бы, да. Восприятие китайского у нас началось месяца на третьем. Вот, то есть до этого это просто казалось вот, ну, несусветная масса какая-то, да, что непонятно, где слово начинается, где заканчивается. Вот, то есть вот до такой вот степени, что просто... Вот, значит, ну, что-то начали там вот подучивать, потому что нет никого рядом. То есть не было русских людей рядом. И поэтому как бы, ну, вот мы вдвоем, собственно, и как-то надо коммуницировать. Понятно, что в 2012 году еще в Китае работал Google Translator. В 2013, когда мы приехали, китайцы уже благополучно все заблокировали. Фейсбуки, Гуглы, все уже ничего не работало на второй приезд. В первый вот приезд мы еще как-то умудрились за счет этого немножко что-то поднатаскать. Вот. Мы отработали в этом клубе месяц, поехали в другой. А это как происходило? Сами искали или вас кто-то уже? Нет, вот это вот менеджера как есть... раз, да. Мы с ними заключили контракт на 6 месяцев. Вот. Значит, к 5-му месяцу менеджера совершенно на нас забили. Вот. И мы уже были практически в свободном как бы полете, что они просто нам говорят: так, езжайте туда, сами, покупаете билет, все, туда доезжаете, значит, приедете, позвоните или напишите смс-ку, просто что мы приехали, переведите. То есть они уже не администрировали нас, то есть по факту они перестали исполнять свои менеджерские обязанности. Все почему? Ну, потому что у них приехало большое количество других артистов. Мы были первые артисты, которых они привезли пробно. Вот, то есть и за 6 месяцев у них разрослась вот эта вот команда. То есть это некий тоже у них свой бизнес-проект какой-то получается, да? То есть они поняли, что они отработали артистами, они поняли, они хорошо выучили китайский неплохо. И, в общем, они поняли, что, ну, можно этим зарабатывать. Они зарабатывали тогда очень неплохо. И, ну так вот, к слову, да, я приблизительно могу там обозначить. За одного вокалиста они получали там где-то примерно 20 тысяч юаней. 20-25 тысяч юаней. Вы получали 8, да. А они получали 20 за привоз вас. Да. И платили из своих денег вам? Да. Ага. Вот. То есть они забирали чистый гонорар, отстегивали нам. Вот. То есть они зарабатывали, ну, фактически в 2 раза больше, чем мы. Ничего в этом страшного нет, я абсолютно к этому нормально отношусь. То есть, чуваки, если вы делаете свою работу... Квартиру они оплачивали? Да, то есть мы... Питание? Нет, питания нет. Это свое. Да, то есть, к сожалению, просто не было возможности это обеспечить. Питание недорогое, то есть в Китае все вот эти вот чифаньки, которые на улицах, да, ну, то есть столовки их, ну, как-то вот подосвоили китайскую еду, тоже разочарований было очень много. Куриные лапки? Это лучшее, что можно было встретить иногда. Вот, в общем, по итогу мы пришли к тому, что к 5-му месяцу мы нарулили себе, ну, уже самостоятельно место работы с повышением гонорара до 13 тысяч юаней, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, то есть, и мы сказали, что, ребята, мы как бы последний месяц не дорабатываем, а идем, ну, потому что вы просто на нас забили, как бы, вот. Поэтому не обессудьте, мы их предупредили заранее, что там за 2 недели, что, ребята, все, мы после этого месяца больше нам ничего не ищите, мы поедем там сами, как бы. Вот. Естественно, там было негодование, типа, почему так? Ну, вот, мы как бы созрели, в общем, к тому времени, на 5-й месяц. Приехали в другой клуб на север Китая. Вот это, кстати, к слову о том, что были ли мы еще где-то, да? То есть вот мы были все практически время вот в этом южном регионе, а потом, и вот в этот вот момент мы уехали на север. Своя специфика. Китай абсолютно разный, потому что многонациональная страна, как и у нас, да, но только в Китае проблема в том, что если у нас от Львова до Владивостока, да, а это полмира, говорят все на русском языке, не понимают, да, правильно. И не то, что вы понимаете, у нас нет проблем с пониманием друг друга, вообще нет никаких проблем. То есть, потому что у меня вот есть с чем сравнить, да, потому что в Китае соседи не понимают друг друга.
Сосед, вот живет сосед. Мгм. То есть в каждой семье по факту свой язык вообще. Вот. Как это может быть, я до сих пор не знаю. Вот. Но есть вот какой-то у них вот этот общепринятый язык путунхуа, который мы учили, пытались осваивать, вот, но на нем говорит как бы якобы все население, но вот это вот южное, например, население, ну пипец, они просто на нем еле говорят. Мгм. То есть могло такое быть, что А я... Пекин это север или юг? Пекин это север. Север. Ну это как бы, ну, скорее север, чем юг. Ага, ага, Вот, а так центр вообще. мгм. Ну, в общем, с китайцами, в принципе, мне стало все понятно уже там, ну вот после вот этой первой поездки. После первой поездки я сказал Ксюхе, все, я туда больше не ногой. Ну, то есть мы просто устали, как бы. За 6 месяцев у нас было, сейчас я скажу, ну, может, выходных 7-10. То есть каждый день Каждый день. в клубе? Да, каждый день в клубе. Под 40 киловатт? Под 40 киловатт. И плюс еще как бы ты, когда тебя китайцы берут на работу, у них нет такого понимания, что есть некий регламент отношений, да, с сотрудником. Вот. То есть, если тебя китайцы взяли на работу, то это по факту ты их раб. Мгм. Вот. То есть, поэтому хочешь ты, не хочешь, вот ты отработал там свой блок, босс хочет с вами выпить. Вот. Ну ты как бы, ну, можешь сказать нет, конечно, да, Мгм. но опять это начинается, что босс на вас обиделся, там что-то завтра там опять начинается. И вот постоянно вот эта вот какая-то история, вот непонятная. Поэтому ты постоянно бухаешь. Вот. Постоянно бухаешь. Китайцы бухают? Китайцы бухают по-страшному, но у них из-за того, что они ну, к алкоголю более как бы, размазывают их, как бы, да, развозят, они быстро напиваются. Они, во-первых, пьют там, допустим, тот же пивас с такими маленькими бокальчиками, то есть небольшими кружками, как мы, да. Вот, в общем, достаточно проблематично. Но нам, иностранцам, они как будто бы нас испытывали, знаешь, типа, а сколько может выпить иностранец? Давай поржем. Вот. Приносят, значит, вот эти вот бутылки чиваса, знаешь, которые огромные, вот Да. эти вот, на качелях. Да. Ты как бы просто наливаешь себе весь вечер. И потом мы поняли, что туда как бы сливали. Это вот все остатки, которые оставались в клубе, они просто в эти бутылки сливали большие. Вот. И это как бы, ну там, кому достанется, тому достанется. Вот. Это был такой жесткий палево. То есть ты просто, ну там, через 6 месяцев ты понимаешь, что ты начинаешь стареть. Вот. Ну, то есть платят, но работа как бы на износ. На и износ. практически. И все китайцы так работают. То есть вся страна так работает. Ага. Поэтому бесполезно пытаться менять эту ситуацию. Мгм. Ну, то есть ты, если тебя что-то не устраивает, ты просто уезжаешь из Да, этой вали страны. отсюда, Да. да. Мгм. Вот, потому что найдется огромное количество людей, которые захотят там за, ну, получается, тогда еще это 65 там, тысяч рублей было, Мгм. работать. Вот, в общем, Мгм. вот такие вот расклады. Собственно, вот так началось наше знакомство с Китаем. Мы приехали в Россию, посидели здесь, поняли, что что-то холодно, во-первых. Вот. Там как бы привыкаешь, да, то, что ну, постоянная вот эта вот жара. Ну, я, видимо, люблю жару все равно, как бы и за 7 лет я тоже стал таким немножко южным каким-то парнем. Вот, в общем, мы решаем еще раз ехать. У нас Сами? Там, да, Уже по своим каналам? уже по своим каналам. Мы там познакомились, значит, с хорошей менеджершей китаянкой. Четкая баба, вот прям четкая баба, очевидно, как бы богатенькая, и у нее как бы вот свое агентство, но оно прям было серьезное. В общем, она нас... То же самое, в смысле, агентство по привозу Да. иностранных артистов? Да. Или любых артистов? Любых артистов. Любых артистов. Да. У нее в основном, мы ей так понравились, но я понимал, что мы вообще не в ее стайле артистов. То есть вот у нее были, знаешь, вот, например, в Китае очень хотят, опять же, к слову о суперзвездах, да, просто, значит, чувиха там себе накачивает сиськи, делает там пластические операции, вот она суперзвезда. Вот. И она просто приезжает в клуб, она там, например, типа как диджей. Она просто запустила вот микс. Все, как бы нормально. И стоит на месте? Да, и стоит на месте. Ну, в смысле, с сиськами стоит, не просто стоит. Как бы сиськи это, ну, работает, согласись. Вот. Вот, в общем,
Значит, по итогу мы понимаем, что мы не особо в теме, не особо в контексте вот ее артистов, и с течением 3 месяцев начинает у нее тоже интерес подугасать, и не так это просто с щелчка продавать нас, да, потому что у нее просят как бы сиськастых баб, вот, а тут как бы, ну, дуэт вокалистов, ну, как-то вроде немножко что-то не то. Вот, 3 месяца мы отработали, начался китайский Новый год, мы сели как бы просто ждать, слава богу, она все четко свои обязательства исполняла, то есть работаем мы, не работаем, мы как бы получали зарплату. Вот. Мы уже приехали на зарплату в 12 тысяч юаней, то есть с повышением, нормально. 3 месяца мы там отпахали, а опять вернулись в Россию. Тоже такие, ну... А тоже по разным клубам? Тоже, там даже было, знаешь, более того, вот во второй заезд, когда 3 месяца, там был конкретно тур. К слову о том, что мы сейчас с тобой до этого разговаривали, вообще туры очень сложно, да, переносятся, вот как бы, особенно когда не очень хороший транспорт, не очень продуманная логистика, вот, а китайцы не умеют продумывать логистику, ну, то есть вообще что-то продумать как бы наперед, на несколько шагов вперед, это уже проблема. Серьезно? Да, для китайцев, ну, вот такая вот история. А как они промышленность делают и прочее? Не понимаю, Саня, не понимаю до сих пор вообще, вот как бы, это вот я просто снимаю шляпу перед их руководителями, да, руководителями страны. Это, к слову, о том, как может круто работать система управления в стране. То есть взять и из этой вот бестолковой биомассы поднять конкретно страну, да, в такие сроки, ну, это надо иметь конкретный управленческий талант. Вот. Поэтому там, кто у них сидит, там чуваки просто, ну, вот, с головой. Те, кто, с кем мы, собственно, общались и работали, те, кто люди на улицах, в основном это прямо вот, ну, я не устаю говорить, дыра в голове у людей. Дыра в голове. Ну, то есть вот, я забыл. Так, ну, то есть, так, иди вот туда сделай. Ой, а че это как? Ну, то есть, ну, это хуже маленьких детей. Вот хуже маленьких детей, я тебе клянусь. Это стандартное поведение такое? Это стандартное поведение. В принципе, китайцы ведут себя как маленькие дети. Обижаются, вот как бы что-то там не договариваются, у них какие-то ужимки, недомолвки. Вот какая-то вот постоянная вот эта игра, знаешь, какой-то Санта-Барбара или еще что-то. Ну, для меня это совсем не близко, совсем. Никогда, как бы, у нас и здесь никогда таких знакомых не было. То есть у нас все просто как бы в глаза. Если что-то не нравится, мы сразу же... Ну, наорал, да, обматерил и ушел. Да. Ну, потом позвонил, извинился. Да. Я так умею, я так тоже люблю и практикую. Вот. Но зато как бы этот вот энергию выдал, и все, как бы ты успокоился. Вот. Мы, значит, приезжаем во второй раз, 3 месяца отработали, сели на китайский Новый год. В китайский Новый год все китайцы разъезжаются по своим деревням, то есть те, кто живут в больших городах, это все в основном приезжие. Вот. Они разъезжаются по деревням, ничего не работает, даже продуктовые толком не работают. Вот. То есть, поэтому и все то это... есть эти города миллионные пустые стоят? Пустые вообще, просто как «Я легенда». Обалдеть! Да. Круто! Да. Вот, и ты ходишь среди вот этих вот вышек, и там, знаешь, еще такой иногда туман тоже вот бывает, и просто, ну, реально страшно как-то даже немножко становится. Вот. Решаем еще раз поехать, пробовать начать там что-то принципиально новое, и мы решаем ехать с бэндом. С группой прямо, С с группой. барабаны, гитара, Барабаны, бас. Да, ну то есть минимальный состав. Подожди, вживую играть? Вживую. Да. У нас вот как такой случился как бы момент, что давай попробуем. Ну, то есть уже То большое есть количество- у вас есть выходы на организаторов, Да. на тех, кто оплачивает артистов? Да. Да. То есть, ну, то, что было поднакоплено, да, вот я не понимал реально, сможем ли мы найти работу. Вот. И мы очень были на волоске и на грани, потому что мы съездили с нашими ижевскими музыкантами, с Лансом, с Вовой Костиковыми, с Ноги, с Сашей Чазовым. Вот. То есть мы приехали как дураки в китайский Новый год, просидели 1,5 месяца за свои бабки, а ребята приехали только на 3 месяца. В общем, за 1,5 месяца, за оставшиеся, мы наколбасили столько бабла. Ну, в смысле, нормально. То есть ребята умудрились еще вот отбить все, что мы потратили за эти 1,5 месяца, пока сидели.
и еще что-то привезти. Ну, то есть, слава богу, вот как бы дало. Вопрос, подожди тогда сразу. Я понимаю, что, ну, в смысле, вот 40 киловатт звука в клубе и прочее. А звукач-то кто? Китаец? Это вообще больной вопрос, Саня. Звук нормальный? Нет. То есть на хреновом звуке? Нет, звук отличный. Отличный. Это как бы имеется в виду, технически это может звучать очень круто. Вот те чуваки, которые в Китае развешивают звук, да, и планируют, то есть инженеры, которые изначальный план рисуют, там чуваки тоже с мозгами. То есть они там, у них все хитро там по фазам вымерено, чтобы там ничего там взаимо не компенсировало, да, как-то друг друга хитро. То есть классно, это может звучать просто очень круто. В классных, нормальных, да не в нормальных, а в обычных руках. Да, обычного нормального человека с мозгами просто посади. Который не будет 40 киловатт выжимать из звука, если он там есть. Вот. И, собственно, вот как бы постоянно вот это вот работать невозможно. Вот. Да? Если вы знаете, что в Новый год все сидят, зачем вы с бэндом поехали в китайский Новый год? Вот я себе этот вопрос, брат, задавал потом столько времени. А получилось так, что на самом деле у всех складывалось поехать только в этот период времени. И вот поэтому мы рванули. То есть, ну, на тот момент, на самом деле, сейчас уже в Китае не так, например, да, то есть люди разъезжаются вроде бы на новогодние праздники, но сейчас уже вот все продолжает работать. И вот как-то вот я не знаю, на что мы надеялись. Я тоже не понимаю, на что мы надеялись. Но вот так вот как бы поехали. Проект был экспериментальный, мы подготовились, здесь наснимали видео, до сих пор, кстати, классное видео, вот смотрю, как бы мне нравится, вот то, что мы сделали тогда к той поездке. Пошили костюмы. Кавера на английском. Кавера на английском, но это реально кавера, то есть это реально как бы было там не просто один в один там бам-бам-бам-бам слопали, да, вот, а как-то, ну, подошли, короче, с умом. Творческий. В смысле. Да. Плюс сделали сразу же заготовку на китайскую песню. То есть, короче, мы по всем фронтам пробили, как по моему мнению. Мы подготовились хорошо. Вся эта эпопея с группой закончилась через 3 месяца. Тоже там и ссоры были, и там, ну, как бы... Ну, нормально, да. нет. Жили в одной комнате вчетвером на протяжении нескольких месяцев. Ну, естественно, как бы будут какие-то недовольства. Ну, как космонавты, короче. Да. Вот. В общем, классно. В любом случае мы сгоняли, так или иначе не пожалели, остались вдвоем. Ну, в общем, и мы решили, что, наверное, есть смысл продолжать работать так же. То есть нужно немножко просто это переформатировать, этот подход, да. То есть сейчас у нас накопились уже, опять же, какие-то контакты по поводу бэндов. Нам вроде нужен бэнд, чтобы продолжить работать в этой же стезе. И что подкупало в том, что это была уже фрилансовая работа. То есть это ты конкретно как на мероприятии просто тебе там звонят или пишут, в такое-то число свободное, такой-то гонорар. Да, поехали. Вот. То есть ты подписываешься только на один день. И это, конечно, как бы подкупало. То, что вот когда ты по месяцу в клубе с китайцами, ну, то есть это невозможно. То есть вот это регулярная Санта-Барбара, что надо выпить с боссом, а потом после работы надо ехать еще на ужин с боссом, а потом босс хочет попеть в караоке-рум, а потом, значит, босс, что-то ему там не понравилось после того, как ты с ним тусил до 5 утра, ему что-то не понравилось, да, и он тебя на следующий день увольняет. Ну, это самодурство, это просто самодурство, то есть нет никакого регламента отношений вообще с сотрудниками. Вот. Короче, нас просто это достало, поэтому, естественно, нас вот эта вся фрилансовая тема, она подкупила. Вот, и мы, собственно, таким образом вот сняли квартиру себе, потом, значит, мы там снимали квартиру музыкантам, которые у нас сначала тоже вместе жили, в общем, много чего было. Мы нормально, в общем, нормально зарабатывали, и казалось, что как бы есть смысл там, ну, оставаться. Есть, да, не кайф. Это какой 2015? Это 2017 уже, вот как бы, когда мы играли свадьбу, это было 1 июля. Вот. После 2017 у меня, после приезда со свадьбы, сложилась интересная история с тем, что я начал заниматься криптовалютой. Вот, потому что там был дикий хайп, и в Китае, ну, естественно, это все как бы
производства. Я начал переформатироваться туда, я начал вообще залезать в какие-то там вот фондовые рынки, начал что-то интересоваться. В общем, на полгода я конкретно забросил вообще всю работу по музыкальной части. То есть было столько заказов на вот это вот майнинг оборудование, что я просто сказал, что ну, нет смысла, то есть я лучше посижу, как бы все спланирую и продам там ну, нормальный какой-то объем, это имело больший смысл. Почему это работало? Потому что я находился в Китае, у меня был непосредственный доступ быстрый к оборудованию, а здесь его не было. И более того, люди не знали, как его сюда привезти. Ну, в общем, все стандартная схема. С масками недавно такая же история была, вот, как начался кризис, коронакризис. Вот, значит, и вот, видимо, вот этот вот в 2017 году, что я вот так вот забил на все на это, да, это отразилось, безусловно, потому что когда просто менеджер проекта, ну, уходит в другие дела с головой, то тебя очень быстро забывают, очень быстро. Вот. Ты буквально там отказался там от работы на месяц, вообще не берешь работу и все. Тебе перестают. Ниша заполнена. Да, тебе перестают писать. А мы полгода так просидели. То есть восстанавливать позиции было очень сложно. Ну, в общем-то, конечно, мы там пересидели в Китае. То есть не имело смысла там сидеть уже вот там с 2018-2019 уже не имело смысла сидеть. Ну, вот эта вот золотая клетка, которая тебя там держит, да, потому что нет проблем там с тем, чтобы себе заработать на еду, с тем, чтобы заработать себе на квартиру. То есть ты в любом случае эти деньги заработаешь, но у тебя перестает откладываться. Вот. И вот как бы это уже начинается, конечно, проблема. Тогда в чем смысл? Если ты не кайфуешь с этими людьми, да, ну то есть они тебя конкретно раздражают, вот, если ты с ними не кайфуешь, и вообще, получается, от страны уже тоже у тебя все очарование прошло, вот, ты еще начал как бы понимать, что они говорят, да, и начал понимать, что там уровень идиотизма не просто там, ну, средний, да, это просто критический вообще уровень идиотизма. Вот. И ты это все начинаешь вот потихонечку понимать. Я понимаю, что у меня, возможно, там тоже поднакопилось, да, и вот, может быть, я не совсем адекватно там сейчас смотрю на китайцев, но вот так уж как есть. Это мое вот мнение, которое сформировалось. Я плавно перейду, наверное, к следующей Подожди, теме. нет, давай по Китаю все-таки. Давай. Вот меня, то есть меня интересует, значит, ты так и не ответил, звукачи-то китайцы? Звукачи китайцы. Все китайцы. Все китайцы работают? Все китайцы, да. Техники сцены китайцы? Нет техники сцены. Нет техников сцены. Какие техники сцены, Саня? Чтоб ты понял, ты им даешь джек, они говорят, это что? В смысле? В смысле? В прямом. А это они пригласили живой бенд. Ну, то есть, они когда приглашают живой бенд, а ты им высылаешь райдер, Это бесполезно, не не работает. Не работает. То есть это как бы такой типа Россия времен 91-го года. Да. Примерно, да? Да. И вообще по развитию я могу сказать, что вот как бы китайцы, они где-то вот там, вот в 90-х. Еще. То есть имеется в виду, у них и музыка такая. То есть, ну, вот местная. Как бы. Подожди, а китайские музыканты есть? Есть. Гитаристы, барабанщики, Да, уровень? Да, значит, рассказываю, какой уровень. Опять же, подчеркну, что мы тусовались в южном регионе, и там это не очень распространено. То есть имеется в виду, что все, что там вот близко, да, в плане нормального уже уровня какого-то, это Гонконг. А Гонконг это, ну, прямо вот близко у нас до Гонконга, мы за 3 часа там на автобус сели, потряслись, все это в Гонконге, уже в демократической стране. Ты просто пересекаешь границу, это вот вообще уникальный просто случай. Просто вот ты идешь, просто назад смотришь, там Китай, да? Там идет вот, чувак просто в носу ковыряет. Вот такой уровень как бы людей. Ты перешел, просто вот пересек границу, и все, и там нормальные люди. Как так? Ну, такие европейские, типа, Да, европейские такие, ну, понятно, что они там могут пукнуть, понятно, что могут там иногда подрыгнуть что-нибудь, да, но в целом, как бы, ощущение от чуваков вообще другое, то есть, особенно после вот этих материковых китайцев, и гонконгцы, я так приоткрою завесу тайны, как они материковых китайцев называют, это они называют mainland animals,
Животные. Да, материковые животные. Вот. Это к слову о том, как гонконгцы относятся к Китаю, да, и вот то, что сейчас вот эти вот все Протесты все эти, да. протесты, это Мгм. все неспроста. Естественно, они не хотят как бы туда. Вот. И я понимаю, что в Китае эту ситуацию не изменить. Подожди, Да. а клубы большие, маленькие, вот вы и по разным, Очень по-разному. очень по-разному. Да, то есть вот мы работали там в клубе, ну я сейчас скажу, вот один клуб был, но я не видел конца, правда. То есть стоят вот столики, у них не сидят люди в клубах. Именно вот в этих вот типичных китайских клубах у них люди не сидят. Мгм. Тоже потрясающая вот странность вообще для меня. Во-первых, это стоячие столы, значит, им приносят там алкоголь и какие-то сразу же закусочки. То есть это как у них предложение, пакетное предложение. Ты сразу же, например, берешь ящик пива, и тебе приносят там еще там каких-то соленостей, там орешков, туда-сюда. Ну, прикольно, в принципе, да. Вот, значит, к тебе прикрепляют к твоему столику девочку-аниматоршу, которая будет компанию целый вечер развлекать. Они играют в камень, ножницы, бумагу. То есть, ну, вот опять, да, развлечения, ну, на уровне вот как бы детского сада. Детский сад. Да, то есть вот в кубики, вот в камень, ножницы, бумагу. Вот главная как бы задача девочки напоить их побыстрее, чтобы их нахер вперед ногами вынесли. То есть как бы бесконечный клуб, Да. и у каждого стола по девочке-аниматору, Да, да. и им платят зарплату за это. Да, да. И там просто ты вот заходишь, да, в начале, когда еще вот только с самого начала, еще когда девочки все не разобраны, и они выстраиваются вот в такой вот огромный коридор, просто тоже как бы бесконечный вообще. И ты просто заходишь, и они все вместе просто добро пожаловать это. Именно прямо добро пожаловать. Вот. И ты просто, это такая мощь вот, как бы, вот, в этой коллективности, это их мощь, конечно. Когда они вместе, это сумасшедшая сила. В отдельности это просто ну, вот, непонятная биомасса. Как, я не могу больше по-другому никак, к сожалению, говорить. Там, пусть кто-то обижается там, или еще что-то, ну вот так вот. Клубы вот от таких да, до уже якобы европейских баров, при том, что у них, опять же, нет разделения на клуб или бар. У них нет понимания. У них все дзёуба. Дзёуба – это значит, дзёу – это алкоголь, а ба – это бар. Бар. Да, вот. То есть, типа, алкогольный бар. И вот эти вот, что китайские клубы, да, вот эти вот, где просто фигачит музон. А еще музон. А какой музон? Какой музон? Это просто, это вот, ну это электропила. Вот я такого музона, чтобы у нас играл, я не слышал. В смысле, это местные авторы пишут? Местные? Не, А, нет? не, это все как бы какой-то, я не знаю как это, ну какой-то хард. Какой-то хард бесконечный, просто вот такой. И когда это все 40 киловатт, да, и тебя там, например, заставляют, пойдемте там за столиком с боссом постоим. И просто у тебя на 10-й минуте ты стоишь между двумя субами, там по 5 киловатт каждый, да, и у тебя просто начинает, ну, выходить алкоголь обратно у тебя начинает. Вот. И, ну, ты себя плохо ощущаешь. Я понимаю, да, я понимаю, что это такое, да. Вот. А это каждый день. Вот. И вот этот вот день сурка бесконечный. И конкретно ты попадаешь в день сурка. Вообще, в принципе, Китай это страна Дня сурка. Дня сурка. Да. Вот такое ощущение, что каждый день не отличается, а еще погода одинаковая. Одинаковая. Да, и ты не понимаешь, вот почему 7 лет, да, тоже так, ну, там, последние там, 5 лет мы практически прожили безвыездно. Ты не ощущаешь смены сезона, и ты не замечаешь, как пролетает время просто. Вот в чем история. Вечность практически. Вечность, да. Вот. И поэтому, возможно, поэтому китайцы долго живут. Потому что ты теряешь счет времени. То есть я в этом нашел какую-то для себя логику. Вот. Клубы, вот эти вот барчики, да, есть, например, уже не очень большие, ну как не очень большие, по меркам китайским, а так посадка 200-300 человек, это что, немного? Вот, в общем, там уже в некоторых клубах, как бы, в некоторых барах, они уже там приглашают китайские группы, вот, ну, европейцы это все развлекуха, то есть это как бы... Ну, я так, из твоих слов я понимаю, что это даже
ну, как бы просто обезьянка. Да. То есть ты, Да. ты просто обезьянка, на которую, ну, как бы, как это называется, статусность. Да? Статусность. Да, Ты просто если там, ты, допустим, подошел там, к какому-то столу, да, белый человек подошел к столу какому-то там, с кем-то там выпил, все, пипец. Это значит, король вечеринки тебя только может пригласить. То есть, кто попало, тебя пригласить не может. Вот это вот такое вот ощущение, как бы они такой вот пафос нагоняют, понимаешь? Вот. Заказать там бутылку Хеннесси там за 100 тысяч рублей, тут как бы иностранцы тусуются. Ну, короче, я видел один раз, сколько китаец оставил, какой ему чек принесли в конце. Это было что-то, по-моему, около 150 или 170 тысяч юаней. Но это получается там, ну, 1,5 или вот там 2 Мульта. миллиона рублей, да. в баре. В баре оставить просто. Ну, он там вот иностранцев поил, там каких-то тут этих девочек поил. Ну, короче, там девочек у них обычно тоже как бы к такому столу не одна девочка прикрепляется, а 3 или 5. И все, Да. Вот такая развлекуха. Для меня загадка и секрет вообще, как это может быть интересно. Ну, то есть, и я вот понимаю, что у людей конкретно дофига бабла, да? ну, вот, судя по всему, да. Дофига. Если на это... Но настолько они бестолково его тратят, вот ну настолько бестолково, что нам кажется, московские мажоры, да, там, которые гоняют просто там на тачках, на каких-то там крутых, для нас это вот как бы бесполезная трата денег. Да, блин, ну чуваки реально живут там по саунам, ходят там, то все, ну это все равно как-то нам более-менее понятно. А вот тут вот она, наверное, загадка китайского, вообще азиатского вот менталитета, которая осталась для меня неразгаданной. Если мы в 2012 году, я вот люблю эту фразу, приехали туда на статусе белых богов, да, потому что еще не так много было вот этих иностранцев, они еще как-то вот, у них был дикий восторг просто, особенно чуть в городишках поменьше. Вот, то в 2019 году мы уехали оттуда на статусе белых обезьян. Как бы слово, да? Что ты тоже говорил. Вот обезьян. Sunday morning, I wanna spend the day with you. Wind is blowing on the shore and to the moon. It's easy to let it be open for a new wave. My spirit is drifting on.